В историческом парке «Россия. Моя история» прошло торжественное открытие мультимедийной выставки «Острый карандаш» Бориса Ефимова. Присутствовало порядка более 150 человек. Это общественные и государственные деятели, руководители учреждений культуры и образования, военные, представители национальных культурных объединений и учащиеся школ. Уникальную авторскую экскурсию по выставке работ Бориса Ефимовича провел известный российский общественный и политический деятель, писатель, публицист, автор более 20 бестселлеров Николай Стариков. Во-первых, хотел поприветствовать всех вас, конечно, поблагодарить площадку «Россия. Моя история» и лично Дмитрия Ивановича за приглашение, за возможность пообщаться, встретиться, высказаться. Теперь хотелось бы несколько слов сказать о самой выставке, об ее идее. Сейчас, когда Россия находится на сложном этапе развития, мы, конечно же, ищем с вами ответы на многие вопросы. И когда начинаешь смотреть карикатуры Бориса Ефимова, понимаешь, что ответы эти есть. Ничего в политике не меняется. Вот это основная мысль, которую нам хотелось донести до того, кто будет изучать карикатуры Бориса Ефимова, погрузиться в политический мир того времени и сравнить это с тем, что происходит в политике вне сегодняшнем. Ничего не меняется. В истории вообще все повторяется. И свидетельством тому вот выставка карикатур Бориса Ефимова, которую, спасибо площадке «Россия. Моя история» и в Якутске, мы теперь провели с вами. Родился он в 900 году, в 16 лет нарисовал карикатуру на Родзянко, дальше началась гражданская война, и после гражданской войны он, ну или в ходе нее, начал как-то вот реализовывать свои таланты. 108 лет и 3 дня прожил. 108 лет и 3 дня. Но, честно говоря, 108 лет звучит не менее невероятно, чем 208. Потому что вот вчера я читал информацию, самый большой долгожитель, который сейчас жил на планете Земля, к сожалению, скончался. Ему было 114 лет. На выставке представлены работы мэтра, созданные в период с 30-х по 70-е годы XX века. Набираете в поисковике «Борис Ефимов», находите большое количество карикатур, смотрите, изучаете, потом находите новые, снова изучаете. И каждый раз, я уверяю вас, вы находите параллели с тем, что происходит сегодня. 400 карикатур мы здесь с вами можем посмотреть. Сегодня мы посмотрим, конечно, только небольшую часть. Мы с вами начнем с, наверное, важнейшего этапа работы Бориса Ефимова. Еще раз подчеркну, что начал он рисовать карикатуры, собственно говоря, в 1916 году. Дальше гражданская война. После нее он уже становится известным журналистом, известным художником, никогда не имевшим, подчеркну, этого высшего образования, уроженцем города Киева, евреем по национальности, великим русским карикатуристом. Если бы ему сказали, что Киев будет столицей отдельного государства, он бы, наверное, долго смеялся, потому что чувство юмора у него было хорошее. На мой взгляд, главной частью его наследия являются карикатуры, связанные с Великой Отечественной войной. Он называется «Фашизм. Враг народов». Фашизм в 1933 году приводится Западом к власти в Германии. В этом мы с вами увидим параллели с сегодняшним днем. Формирование гитлеровского режима удивительным образом напоминает формирование режима Зеленского. Даже профессии похожи. Да? Один художник, это я имею в виду, конечно, главу Третьего рейха, а другой юморист. Вроде как бы такие люди художественных профессий, но смотрите, диктаторы из них получаются, что называется, будь здоров. Зеленский отменил выборы, Гитлер тоже в итоге отменил выборы. Кто Гитлер в 1943 году? Нелегитимный диктатор Германии. Кто Зеленский с 21 мая текущего года? Нелегитимный диктатор Украины. Смотрите, даже методичка и способ формирования этого режима одинаковый, но и источники финансирования этого режима, которые мы видим сегодня на Украине, уверяю вас, в отношении гитлеровской Германии были ровно такие же. Из ниоткуда вдруг появилась мощная армия, из ниоткуда при разрушенной экономике вдруг появились новые дороги, зарплаты, социальные стандарты. Были огромные деньги вкачаны в Третий рейх. И вот этот период прихода нацистов к власти показывает Борис Ефимов. Карикатуры Ефимова черно-белые, но иногда появляется цвет, в основном красный. Трогательная дружба под сенью плодоносного дерева. И здесь изображены союзники
на тот момент, 1936 год. Это Польша, Германия и Япония. В тот момент Муссолини еще верный союзник Великобритании. И его место в этом триумвирате будущих поджигателей войны занимает Польша. И советский карикатурист Борис Ефимов это все отражает. Сейчас для нас история Второй мировой войны несколько по-другому пошла. Мы это не помним. Но это было именно так. Левая нижняя карикатура. Разделим Восточную Европу. Польский пан и, значит, немецкий рыцарь. Это тоже карикатура 1936 года. Польша, первый и верный союзник Гитлера, они готовятся напасть на Советский Союз. Напомню вам, что в 1934 году, собственно говоря, был подписан пакт Гитлера-Пилсудского, и Польша стала первой страной, которая заключила договор с гитлеровской Германией всего лишь год. Даже года не прошло с того, как Гитлер стал канцлером. Вот смотрите, в центре карикатура 1930 год. В Киев. 30-й год, поляки хотят себе кусочек Украины. Скажите, пожалуйста, чем это отличается от сегодняшнего дня? Прошло практически 100 лет. Ничем. Значит, на мече, по которому, по лезвию ножа, да, есть такое выражение в русском языке, идет вот этот польский пан, написано «Путь военных авантюр» и «В Киев». Так это же то же самое. Они сейчас говорят о вводе войск на территорию Украины, о возможности ввода войск в Киев. Все это было. Все это было. Но из-за уничтожения Советского Союза предателями это вновь стало актуальным. То есть из этого ведь смысл какой? Сразу вырисовывается. Как только происходит под любым предлогом разрушение нашего государства, все претензии соседей на какие-то земли, а значит с возможными военными конфликтами, они немедленно актуализируются. И Горбачев мог думать все, что угодно, что он мир в Европу принесет, новое мышление с ударением на «ы» будет. Но заканчивается это все военным конфликтом, потому что иначе просто не бывает. И не потому, что Россия правильная или неправильная, а потому что польские паны уже 100 лет мечтают войти в Киев. И, конечно, когда Борис Ефимов рисовал вот это в Киев, он рисовал это как уроженец города Киева. Ему этого совершенно не хотелось. Кстати, просто для понимания того, что вот определенные территории, на которых живет великий наш многонациональный русский народ, они имеют историческую особенность, какие-то там ментальные особенности. Вот на Украине, территория, которая сегодня называется Украиной, во время гражданской войны власть менялась 16 раз в Киеве. 16 раз. Большевики, петлюровцы, белые, немцы, директория, опять белые, опять большевики, поляки, опять петлюровцы, большевики. Представляете, что за чехарда властей? За 4 года 16 смен власти. И каждый раз, когда власть приходит, расстрелы, аресты, приходит другая власть, расстрелы, аресты, тех выпускают, этих сажают, этих расстреляют. В общем, это ужас какой-то. Тема зарабатывания денег на войне, она очень часто у Бориса Ефимова. Вот берем карикатуру, которая в левом углу. Значит, это 1933 год, английское оформление для заседания и решения определенных международных вопросов. Английский дизайн зала заседаний. Значит, внизу стулья написано «для великих держав», а там на балконе «для малых держав». Но, в принципе, американцы сейчас вообще упростили эту схему. Там не 4 стула стоит, а 1. Карикатура – это самый сложный жанр рисунка, картины, потому что ты должен понимать суть политического момента, ты должен иметь чувство юмора, ты должен понимать детали, нюансы, ты должен понимать линию партии, то есть как Советский Союз или Российская Федерация смотрит на те или иные события, и ты это все должен обработать и в одном рисунке в ежедневном режиме выдать. Но это, правда, очень сложно. Точно так же, как самым сложным жанром кино является комедия. Потому что надо не просто красивую картинку сделать, а надо насмешить зрителя. Вот у Бориса Ефимова было прекрасное чувство юмора. Когда ему было 103 года, потерял сознание, его внук вызвал скорую помощь, Бориса Ефимова привели в чувство, и врач его спросил: вы понимаете, где вы находитесь? Он говорит: да, на 103-м году жизни. Кстати, каждый день делал зарядку, на завтрак выпивал стакан кефира, в обед полноценный обед, ужин тоже стакан
кефира. С утра в кровати делал велосипед. Ну, это так, такие секреты долгожительства. В принципе, я думаю, что после сегодняшней нашей экскурсии, я надеюсь, у вас возникнет желание прочитать мемуары Бориса Ефимова. Вы их сможете найти в интернете, в открытом доступе. Ну, вот в центре у нас такой западный обыватель примерно, да? Американское окружение, 1971 год. ФБР, ЦРУ, все просвечивают, бедный американский гражданин. Молодое поколение, вам это слова Эдварда Сноудена не напоминает? Нет, не напоминает? Прослушку, просматривание всего. Ну, так это же то же самое. Просто тогда еще интернет в 1971 году не изобрели, а по сути контроль частной жизни, просматривание почты, прослушивание, все это тогда было. Неудачная работа американской разведки, 1958 год. Подслушивание, факультет философии, да, факультет еще какой-то. Это сразу после маккартизма в Америке. В начале 50-х годов был так называемый маккартизм, когда политических противников капитализма, ну, грубо говоря, симпатизантов Советскому Союзу, коммунистов, всячески преследовали, арестовывали, выгоняли из профессии и сажали. Ну, в качестве такого наиболее гротескного примера можно привести, ну, фамилию Чарли Чаплина, я думаю, вы знаете, да? Даже молодые люди знают. Чарли Чаплин, ну, великий комик, один из основоположников кино. Так вот, он в Соединенных Штатах Америки был обвинен в симпатиях к коммунизму, и несмотря на то, что был американским гражданином, он был выдворен из Соединенных Штатов Америки. Поэтому для того, чтобы потом получить «Оскар», а ему «Оскар» присудили, он должен был получать специальное разрешение на въезд в Соединенные Штаты Америки. Вот такая вот демократия. На определенном этапе, это 1959 год, на Западе началась рекламная кампания атомного оружия. Стали говорить, что, в общем-то, атомное оружие ничего страшного в себе не имеет. Более того, когда в Америке проводили испытания атомного оружия, его проводили в пустыне, рядом, где находится вот этот город, где все находятся и горные заведения. Как он называется? Лас-Вегас, правильно. Там продавали билеты на высотные здания, люди лежали, загорали и смотрели на ядерный гриб, который в 20 километрах. Потому что им никто не рассказывал, что есть радиация и все остальное. Это полезно, это здорово. Что дальше было с теми, кто покупал эти билеты, мы с вами не знаем. Думаю, что у них начинались потом болезни крови, рак, ну и все заканчивалось достаточно печально. Выставку можете посетить в историческом парке «Россия. Моя история» по адресу Уткина, 5.